Каждый день люди с проблемами со слухом, грубо говоря, инвалиды определенной группы, сталкиваются с различными проблемами. Например, они недополучают медицинскую помощь, или же просто поход в какое-то учреждение может оказаться для них огромным препятствием. Поэтому, дабы облегчить их жизнь, в нашей стране рассматривают законопроект, который позволил бы готовить высококвалифицированных сурдопереводчиков, после чего будут созданы центры помощи для глухонемых, а также создаются электронные приложения, которые им помогут в решении любой задачи. Сейчас этот проект положения разрабатывается, но уже Министерство труда и социального развития начало в качестве государственного социального заказа. Они заказали такую вещь, как программа, будет специальное мобильное приложение, через которое лица с инвалидностью по слуху могут получать услуги сурдоперевода. То есть, допустим, они пошли в больницу или к нотариусу, он может позвонить с сотового телефона, даже не позвонить, зайти в эту программу. Предварительно он должен быть там зарегистрирован. Заходит, и он выбирает сурдопереводчика и может общаться непосредственно, оказывать там, ему могут оказываться какие-то услуги. Здравствуйте. Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Цикл видеороликов называется «Азбука права». Пока в нашей стране для инвалидов со слухом нет возможности получить высшее образование, поэтому зачастую люди с ограниченными возможностями не знают своих прав. Решение этой проблемы не за горами. Общественный фонд «Плюс» и социальный центр «Равные возможности» решил подготовить ряд видеоматериалов на языке жестов, которые содержат немало полезной информации для глухонемых людей. На протяжении многих лет мы занимаемся реабилитацией лиц с инвалидностью, и у нас очень долгое время созревала идея по подготовке обучающих продуктов для глухих и слабослышащих людей на языке, доступном именно для их понимания. Всего мы сняли 12 видеороликов на русском жестовом языке. Как на экране вы видите, сурдопереводчики объясняют тему. Например, что такое наследование, общее понятие о государстве, заключение брака, вступление в брак и так далее. Видеоролики озвучиваются на русском и кыргызском языке в качестве голосового сопровождения. Еще одним нерешенным вопросом остается проблема нехватка сурдопереводчиков, особенно в госучреждениях. Маленькая зарплата, нет условий. Такие причины уже существуют не первый год. Работа сурдопереводчика – это, конечно, все-таки тяжелая психологическая работа, потому что сурдопереводчик выполняет не просто функции переводчика, он еще в какой-то мере выполняет функции соцработника в связи с тем, что инвалиды по слуху это не совсем грамотные люди. И сурдопереводчик выполняет и функцию защиты их интересов. Насчет того, что сурдопереводчик может ли обеспечить глухого человека, да, если это человек уже много работает с глухими, сурдопереводчик, то он может решить все проблемы глухого в разных направлениях. Глухонемые люди – это иностранцы, которые нуждаются в помощи от окружающей среды. И наша задача – это создать все условия для того, чтобы им было комфортно в нашем обществе. Азиз Самсалиев, Улан Сатыкулов, СТВ.